Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшакушары. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Мукская средняя школа номер 1 имени Георгия Чачба 16 мая отметила свое столетие. Вопросам подготовки к курортному сезону посвящалось координационное совещание, которое прошло в Министерстве внутренних дел. Ко дню рождения выдающегося государственного и политического деятеля Михаила Тимуровича Бгашба в Агу состоялся круглый стол. Мукская средняя школа номер 1 имени Георгия Чачба 16 мая отметила свое столетие. Президент республики Бадра Гумба, вице-президент Беслан Беглава, спикер парламента Лаша Ашуба, министр образования Ханна Гунба, глава администрации Ачимчирского района Алхаскаца и другие официальные лица посетили праздничные мероприятия в селе Мук, приуроченные к юбилею учебного заведения. Участники возложили цветы к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии. Президент поздравил учителей, учащихся и выпускников Мукской школы. Село Мук – исторический центр Абжуйской Абхазии, где во все времена решались судьбоносные вопросы для страны. Выпускники школы в разные времена и по сей день вносят значительный вклад в развитие страны в области культуры, науки, спорта, медицины и других сферах, отметил президент. Бадра Гумба обратил внимание на сложные условия, в которых находится сегодня школа, вынужденная переехать в административное здание после аварийного разрушения в 2003 году. Президент пообещал заняться этим вопросом, посадил во дворе школы магнолию и передал коллективу музыкальную технику и денежное вознаграждение. Шушукса, Мук, Ашкол, Ахозра, Уйтурых Ду. И Шушдурэпш, Хапсужлар, Рлахенцар, Пейпша, Хырцбоз, Абжуа, Ганахела, Муква Кыта, Янейзоз, Агон. Бзыпа Арганахела, Лахнакыта, Янейзоз, Агон. Хомпада, Артакытаква, Ацагдузмо, Турых Дузмо, Ехапе Хажларе, Курханы, Азго, Азцараква, Хырцбоз, Тыпны, ипшо тыпны яхзыкоп. Сырызы кыратыны коты хатби, аныха ахалархра. Шышукса ашкола хоцра, ой муква икунхо ирныха мацарадзым, ари апснызыги хынзыны дзадзо. Адзара дыраз дзараква, абипараква рейца адзара, ауз язгоп. Ари ашкол шышукса итыгзыны, Эйуэпшим абипараква аунышхит. Ари школакны аӡәырҩы хьӡырҳага дуны ҳажәлар ирылагыло, иахьа уажәраанӡагьы ирылагыло ҳажәлар ахәаҭардак цәыҟоуп, Аԥсны афырхацәа, аспорт азҟазацәа, акультура азҟазацәа, еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рҟны зхааз аԥшыз, ԥсыуа ҵас, аԥсуа шьа зло, ахымҩаԥгара ҳажәлар рҟны иаазыԥшо ақыҭа ирылҵыз ахаҭарнакцәа шәоуп. Иахьатәи аныҳәа схы иархәаны ишәыдысныҳәалар сҭахуп, Светлана Серапион-иԥҳа аколлектив зегьы ақәҿиара дуқәа, аманшәалара, абиԥарақәа реиҵааӡара аус аҟны. Аҳәынҭқарра аганахьала ҳарҭ ианықәзаалакгьы абиԥарақәа реиҵааӡара азҵаарақәа рзы хаҭала аҵклаԥшра заҳуеит, ҳганахьала даҽазныкгьы ишәыдысныҳәалоит, ишәзеиӷьасшьоит ақәҿиара дуқәа. Ҭабуп. Бадра Гумба проинспектировал ход восстановительных работ в домах на улицах Лакоба и Званба в Сухуми, пострадавших от урагана. Дом на улице Лакоба временно накрыли шифером. Здесь работы завершат в течение 3-4 дней. Но в этом доме очень большая проблема с подвалом. В доме на улице Званба кровлю полностью обновят. Тимур Агрба рассказал президенту, что восстановление кровли дома в новом районе берет на себя компания сотовой связи, чья вышка при падении во время сильного ветра и повредила крышу. В этом доме очень большая проблема с подвалом. Уже на протяжении, наверное, десятилетий этот вопрос не решается. На самом деле, я думаю, что сейчас мы какие-то меры должны предпринять, потому что еще в преддверии лета
значит, подняли, возможно, все канализационные стоки идут в подвал, система вся разрушена, и мы сейчас будем... Это только по этому дому или весь двор? Нет, ну, Все дома? у нас таких подвалов в городе практически, можно сказать, все. И в том числе новый район. Ну вот тут на самом деле очень большая проблема. Сейчас мы на Агроба 9 работаем, там такая же проблема. Значит, и оттуда перейдем на этот дом и как-то попытаемся этот вопрос решить. Ну, раз вы сюда пришли, природа вас привела сюда, Ну, да. давайте с подвалами тоже сразу. Да, обязательно. Решение, пока вы здесь. Хорошо. А я Шуран Чешитат, удачи. подвал, яхман хелм ахал, и лахка вот так пара возможностей, ах брехать дарах куяхуй, насалиха головы, хед подвал похож тасар ويا رسال يسفرستخو شو كوغوت подвал где-то في عشتها أصجي تاخي تبون هيحفظ يقدر يتشيش ببرد حمام وبني وتكون زائد تحت البال شبوز عدور شبوز رمخة عليه دورج زخين جريء أما بحاول فرد بحاول تبون تعرف أسيبشوا أخذت كماش خاد شرط بجرد وكنت في تاب أبن كارا يلشوا أكل كلشوا نرجودا بجنسوا. МЧС рекомендует открыть купальный сезон с 5 июня. Вопросам подготовки к курортному сезону посвящалось координационное совещание, которое прошло в Министерстве внутренних дел. В совещании участвовали районные подразделения милиции, МЧС, главы администрации городов и районов. Подробности в материале Шазины Ханагу. В просторном зале Министерства внутренних дел собрались представители МВД и МЧС Абхазии, начальники городских органов внутренних дел, главы администрации, чтобы обсудить важнейшие задачи подготовки к летнему сезону. Времени, когда каждый уголок республики оживает под теплым солнцем и наполнен радостью отдыха. Безопасность – один из ключевых аспектов подготовки. Только обеспечив надежную защиту отдыхающих, можно создать комфортную и приятную атмосферу для гостей и жителей республики. Для нас должна быть важна безопасность наших гостей. И почему сегодня присутствуют здесь районные подразделения, в том числе, скажем, сотрудники Министерства внутренних дел на местах, потому что я считаю, что данную работу мы только можем достичь совместно. Задач очень много. Сейчас у нас основная тема для нас – это вот открытие купального сезона. Насколько готовы мы принимать гостей в разных районах. Это связано со многими проблемами, вопросами. В первую очередь это финансирование, подготовка пляжей, подготовка спасателей и так далее. Там много вопросов, и поэтому для нас очень важно наше взаимодействие, понимание. Сроки купального сезона устанавливаются органами местного самоуправления по согласованию с МЧС. Обеспечение выполнения требований, предъявляемых к пляжам, местам массового отдыха у воды возлагается на владельцев соответствующих объектов. За городские пляжи отвечают главы администраций городов и районов. Открытие и эксплуатация пляжей при отсутствии положительных заключений об их соответствии предъявляемых требованиям данных правил, разрешение на пользование местами массового отдыха населения у воды, пляжами, выданными Государственной инспекцией по маломерным судам, запрещается. В случае отсутствия разрешения на пользование пляжем, выданное Государственной инспекцией по маломерным судам, принимается решение о запрещении эксплуатации пляжа с выполнением мер, предусмотренных в данных правилах. Начальник ГИМС Тенгиз Сабу подчеркнул, что продажа спиртных напитков на пляжах и в местах массового отдыха людей у воды запрещается. В 2024 году, за исключением Гулырыбша, частично Сухума и Ачимчиры, ни один город и район Абхазии не выполнил необходимые предписания. ГИМС рекомендует открыть купальный сезон в Сухуме с 5 июня. По Гагарскому району, это и Цандрыпш включительно, ни один пляж не готов к безопасному отдыху граждан. За исключением некоторых территорий, у кого есть гостиницы, там 50 либо 100 метров, они делают. Какие причины? Причины были, в основном, все главы администрации говорили, что были деньги не заложены на данную процедуру, на данную работу.
А в следующие годы, вот буквально в прошлом году, позапрошлом году, они просто не подготовили. Люди погибают на воде по различным обстоятельствам. В основном главная причина – неготовность пляжей к безопасному отдыху граждан. 56 человек погибло на водных объектах за 5 лет. В 2020 году погибло 4 человека. В 2021 году – 20 человек. В 2022 году – 13. В 2023 – 12. В 2024 – 7 человек. Тенгиз Сабо рассказал о необходимых предписаниях, которые нужно соблюдать в обязательном порядке. На каждом пляже должен быть спасательный пост, вышка со спасателями. Второе. Обозначить границы заплыва в местах купания. То есть должны быть ограничительные буи. Ограничительные буи между собой ставятся 25 метров. От берега около 30 метров. То есть это зона купания людей. Маломерные суда, либо остальные корабли, катера, чтобы подходили к берегу, у них должна быть техническая зона. То есть дорожка, по которой они могут пройтись, не задевая людей, которые купаются в море. То есть далее произвести подводные работы по очистке дна пляжа. В 2024 году у нас было выявлено 38 нарушений правил пограничного режима на море, из которых в период именно курортного сезона 29, то есть 76%. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 111 тысяч рублей. МВД совместно с МЧС, службой госбезопасности, погрануправлением Абхазии, погрануправлением ФСБ в республике будут проводить комплексные рейды на воде и суше, заявил вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут. Особое внимание уделят техническому состоянию транспорта, который используется для перевозки туристов. В случае необходимости транспорт будут изымать. Городские службы Сухума работают в усиленном режиме, готовясь к началу летнего курортного сезона. Об этом сообщил мэр столицы Тимур Агарба. Заказаны новые мусорные контейнеры и мусороуборочная техника. По словам Агарба, горожане просят обратить внимание правоохранителей на то, что многие граждане носят оружие в общественных местах. Это беспокоит жителей и доставляет дискомфорт туристам, подчеркнул мэр и обратился с просьбой к главе МВД содействовать решению вопроса. Речь также шла о проблеме незаконной парковки автомобилей. По данному вопросу обговаривали. Нам необходимо решение вашей, так скажем, городского собрания по всем тем местам, где запрещено парковаться. Все остальное, соответствующие знаки нужно установить. Для того, чтобы в этом направлении навести порядок, МВД уже приобрело эвакуаторы. Мы готовы, как говорится, начать чистку вот этих участков. Это первый вопрос. Касаемо второго вопроса. Буквально недавно в ходе подготовки плана мероприятий, так скажем, по летнему курортному сезону мной была поставлена задача не только по городу Сухум, а по всей Абхазии. Это вообще полный запрет на присутствие наших граждан с оружием в увеселительных либо общественных местах. 13 миллионов человек пересекли абхазо-российскую границу в обоих направлениях в 2024 году, сообщил начальник погрануправления СГБ Рустам Латипов. Через КПП ПСОУ проехало 2 миллиона 800 тысяч транспортных средств. Из них 2 миллиона 500 тысяч – это легковые автомобили. Обстановка на границе является лицом нашим. И без общих усилий в таком достаточно сложном контрольно-пропускном пункте, как КПП ПСОУ с сопредельной стороны МАП-Адлер, по своим нагрузкам, которые в пиковые периоды превышают в 6 и более раз нормы, других контрольно-пропускных пунктов по всей территории Российской Федерации не существует. Поэтому всем нашим гражданам, всем нашим гостям, прибывающим и убывающим, в определенной степени, конечно же, надо быть готовым к тому, что, возможно, будут очередя, возможно, будут некоторые сложности. Но в этом направлении проводится большая работа во взаимодействии с пограничным управлением по Краснодарскому краю.
Участники обсудили комплекс мер и вопросов по созданию максимально безопасной и комфортной среды для отдыхающих и жителей республики во время курортного сезона. Шазина Ханагу, Айнал Гвинджи, Абхазское телевидение. Работы по строительству пассажирских терминалов в аэропорту продолжаются в соответствии с графиком. Все рабочие подрядных организаций находятся на своих местах. Аэропорт выполняет все свои обязательства перед генеральным подрядчиком в соответствии с договором, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сухум. Системы, обеспечивающие функционирование аэропорта, работают штатно. Никаких проблем с электроснабжением авиаузла нет. Пресс-служба аэропорта призывает коллег из СМИ обращаться к ней за актуальной и достоверной информацией о деятельности воздушной гавани Абхазии. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асад Хасан Аль-Шайбани поздравил Олега Барцыц с назначением на должность министра иностранных дел Абхазии. Аль-Шайбани выразил надежду на укрепление отношений между нашими странами и углубление сотрудничества в различных направлениях. Олег Барцыц, в свою очередь, направил слова благодарности Асаду Хасан Аль-Шайбани. Он выразил удовлетворение в связи с началом процесса отмены санкций США в отношении Сирии и пригласил коллегу посетить Республику Абхазия в любое удобное для него время. В контрольной палате прошло закрытое заседание коллегии. В повестке дня рассмотрение отчета по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны, а также проверка полноты формирования, учета и своевременности перечисления администрируемых видов доходов в республиканский бюджет. В работе коллегии приняли участие спикер Народного собрания Лаша Шуба, а также депутаты Тимур Ширгелия, Беслан Эмурхба, секретарь Совбеза Рауль Лолуа, министр обороны Владимир Ануа, представители СГБ. Участники заседания обсудили дальнейшие шаги, направленные на устранение выявленных нарушений и повышение эффективности расходования бюджетных средств в оборонном ведомстве. Приказом начальника Государственной службы охраны генерал-майора Дмитрия Дбар за добросовестное отношение к исполнению возложенных обязанностей, дисциплину, ответственность, а также за участие в инаугурации президента Республики Абхазия состав почетного караула награжден почетными грамотами. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мирсхулава приняла участие в 16-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казань-форум» и в юбилейном 5-м международном форуме ТПП. Для ТПП Абхазии, которая в 5-й раз участвует в Казань-форум, это хорошая возможность презентовать экономический потенциал страны, обменяться опытом и установить новые контакты. В рамках деловой программы форума Тамила Мирсхулава участвовала во встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с руководителями зарубежных торгово-промышленных палат. Также состоялись переговоры Тамилы Мирсхулава с президентом ТПП города Исмаилии, Египет, Акрамом Аль-Шафеем, где обсуждались перспективы сотрудничества и были намечены планы по организации совместных бизнес-миссий и встреч. Достигнута договоренность в ближайшее время заключить протокол о намерениях. Кроме того, прошли встречи Тамилы Мирсхулава с директором торгово-промышленной палаты Мордовии Ринатом Раимовым и губернатором Кировской области Александром Соколовым. К 110-летию выдающегося государственного и политического деятеля Михаила Тимуровича Бгажба в АГУ состоялся круглый стол с участием преподавателей, студентов и приглашенных общественных деятелей. В рамках мероприятия были представлены доклады о жизни и наследии видного политического деятеля. Репортаж Гундышова. Михаил Бгажба стал политическим лидером Абхазии в сложное время и внес огромный вклад в возрождение ее социально-экономического и социокультурного развития. С его приходом на пост первого секретаря Абхазского обкома партии напряженность в обществе начала спадать. С конца 1930-х до 1958 года почти 20 лет руководителями Абхазской АССР были грузины. Поэтому Михаила Тимуровича население Абхазии встретило с воодушевлением. В годы
правления Абгашба Абхазию посещали множество именитых гостей. Так, с неофициальным визитом вместе с Никитой Хрущевым в 1963 году в Абхазию приезжал Фидель Кастро. В 1958 году Михаил Тимурович становится секретарем обкома партии. Первый указ, который он издал в 1958 году, избирает его первым секретарем обкома партии. Первый указ, который он издает, остановить налогообложение этнических абхазов. Он первым издал указ, начиная от села, заканчивая работниками обкома партии, чтобы все на руководящих постах были только этнические абхазы. Михаил Бгашба – выдающийся государственный и партийный деятель, ученый, растениевод, писатель, журналист, автор монографии «Растительные ресурсы Абхазии», а также ряда рассказов. По мотивам его литературных произведений режиссером Абхазского драмтеатра Валерием Ковы в 2010 году поставлен спектакль «Горабский писарь», ставший обладателем гран-при на 3 международных театральных фестивалях. Михаил Бгашба перевел на абхазский язык произведение Салтыкова-Щедрина «История одного города», также знаменитое произведение Гоголя «Мертвые души». Его деятельность – это была деятельность человека, который был непосредственно связан с реабилитацией абхазского народа после тяжелейших репрессий, которые абхазский народ пережил. Это, видимо, отдельная, достаточно серьезная и глубокая тема для разработки, потому что благодаря своей особой энергии, своей особой такой вот человечности и таланта он сумел привлечь к себе внимание и получить поддержку руководителей Советского Союза, включая Никиту Сергеевича Хрущева. Многие из присутствующих лично знали Михаила Тимуровича и делились личными историями, иллюстрирующими его принципиальность, мудрость и преданность интересам Абхазии. Эти свидетельства придали мероприятию особую теплоту и позволили глубже понять масштаб личности Михаила Бгашба. Как писал о нем Фазиль Искандер в романе «Сандру из Чегема» и в «Созвездии Козлатура». И было очень много интересного в общении с ним. Но то, что я сейчас расскажу, это в основном то, о чем он мне рассказывал, понимаете? Там, конечно, очень много баек было, очень много всего, но он был интереснейший рассказчик. И, безусловно, был очень талантливый человек. Участники круглого стола отмечали, что жизненный путь Михаила Бгашба является примером беззаветного служения своей родине. Он оставил яркий след в истории Абхазии. Его имя навсегда останется в памяти народа. Его опыт и знания остаются актуальными и сегодня, когда Абхазия сталкивается с новыми вызовами и задачами. В рамках мероприятия была организована выставка книг, посвященная жизни и деятельности Михаила Бгашба. Участники круглого стола выразили уверенность в том, что наследие Михаила Тимуровича будет и впредь служить вдохновением для новых поколений абхазских политиков и общественных деятелей. Они подчеркнули важность сохранения памяти о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в историю развития Абхазии. Кундашоу Рамо Камки, Абхазское телевидение. В ВАГУ стартовала ежегодная олимпиада школьников «Путь к вершинам». В этом году она проводится уже в 6-й раз. По предварительным данным, полученным от районных отделов образования, в ней примут участие более чем 450 школьников со всей страны. Это в 2 раза больше, чем 6 лет назад, что говорит о востребованности проекта. Победители олимпиады будут рекомендованы к зачислению в ВАГУ без вступительных экзаменов. В новом учебном году прием абитуриентов будет проходить более чем по 40 специальностям. В первый день олимпиада проходила по 3 профильным предметам – биологии, химии и географии. Все задания на основе школьной программы. Олимпиада будет проходить по 18 мая. Мы впервые объявляем прием абитуриентов на обучение на первый курс по специальности химия и экология. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых размещен на официальном сайте Абхазского государственного университета в разделе «Олимпиада. Путь к вершинам». В 2025 году впервые на специальности международные отношения олимпиада проводится по комплексу предметов, состоящему из 2 профильных дисциплин – английский язык и история Абхазии.
Победители и призеры Олимпиады будут определяться на основании рейтинговой таблицы среди тех участников Олимпиады, которые набрали не менее 70% от общей суммы баллов за выполненные олимпиадные задания. Участники Олимпиады могут принимать участие одновременно по нескольким профильным дисциплинам при условии, если в этот день не сдаются эти дисциплины. Если же дисциплины сдаются в один день, то участник Олимпиады должен выбрать наиболее приоритетное для него направление подготовки специальности, как следствие профильный предмет Олимпиады. В преддверии Дня славянской письменности и культуры представительство Россотрудничества в Абхазии провело викторину, посвященную празднику. В ней приняли участие 2 команды школьников из 6 и 14 столичных школ. Викторина включала вопросы на знание истории зарождения славянской письменности и ее роли в развитии культуры России. Представительство Россотрудничества из года в год приглашает учащихся, студентов. И мы проводим этот праздник как дань слову, как уважение к слову и к тем, кто работает со словом, кто изучает язык. Мы решили вас пригласить сегодня и вспомнить о том, кто стоит у основы азбуки, вспомнить особенности русской славянской азбуки и показать знания, которые вы приобрели не только в школе, но и путем, наверное, саморазвития. 18 мая в Сухуми пройдет акция «Ночь в музее». В этом году она посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арзнаба. В Государственном музее боевой славы в 17 часов откроется выставка, посвященная юбилейной дате. Там же будут представлены эссе студентов 3-го курса филологического факультета АГУ на тему «Владислав в моем сердце». У входа в музей можно будет увидеть главный экспонат – служебный автомобиль Арзнаба ГАЗ-2410. В отделе этнографии Абхазского государственного музея в 18 часов откроется выставка «Все мы родом из детства». В литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия в 19 часов подготовлена специальная программа, посвященная Владиславу Арзнаба. Фотовыставка, вечер воспоминаний и демонстрация документального фильма Ибрагима Чкадуа «Владислав Арзнаба. Политик и дипломат». А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии в субботу не ожидается осадков. В ночь с субботы на воскресенье шквалистый ветер от 17 до 22 метров в секунду. Временами дождь, град, гроза. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амщик Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.